В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Группа из 17 московских учителей и методистов посетили Грозненский центр образования имени Ахмата Хаджи Кадырова с ознакомительной поездкой. Во время посещения они изучили учебную и внеклассную деятельность учреждения, а также осмотрели техническое оборудование. Медина Мударова о важности обмена опытом. Центр образования распахнул свои двери для учащихся в 2015 году. С тех пор в учреждении ведется пристальная работа по предоставлению ученикам качественного образования. Ознакомиться с работой прибыли гости с Москвы в составе 17 человек. Это учителя и методисты столичных школ. Познавательную экскурсию провела директор школы Зарема Абдулаева. Гостям рассказали об организации образовательного процесса. Несмотря на то, что для региона, понятное дело, с его менталитетом и спецификой есть какие-то ограничения условные, то в данном случае мы начальные классы, девочки, мальчики занимаются спокойненько все вместе. А с классами постарше там уже приходится чуть-чуть мудрить, честно скажу, в силу того, что надо их как-то разграничивать. Но основной акцент именно идет на то, что они должны быть вместе. Просто учитель как-то дифференцирует, чем они занимаются в конкретный момент времени, мальчики, девочки. А так они тоже в спортивной форме, как и остальные, занимаются. Гостей радушно встретили и внуки первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Одна из них – Ашура Кадырова, ученица 7 класса. Девочка также является президентом школьного соуправления. Она показывает безупречные успехи как в обучении, так и в школьной жизни. Ашура рассказала делегатам о будущих планах. По ее инициативе в Центре образования планируют сменить строгую серую форму на новую и современную. Также школьница ответила на интересующие вопросы. Да, вот это седьмой закончил. Нет, перешла. Перешли в 7 класс. И вот они в этом году нам сказали, мы протокол вывели и приняли решение, что один день у нас будет за заслуги какие-то особенные, может там какие-то конкурсы, олимпиады, мероприятия они провели. И вот они получили целый комплекс плюсов. И тогда школа имеет право в этот день кушать то, что они хотят. А сколько у вас человек в вашем ученическом совете? 7. 7 человек. Как вас выбирали? Были выборы? Покажем видеоролик обязательно. Делегаты познакомились и с остальными внуками Ахмата Хаджи Кадырова, которые обучаются в Центре образования. Эсид, Абдулла, шейх Муаммад, шейх Ахмад, Хасан и Хусейн Кадырова. Это Рамзан Ахмадович, сын Абдулла. Он, видите, мог бы сейчас где-то отдыхать, а пришел участвовать со своими друзьями в проекте. Сын тоже. Тоже Рамзан Ахмадович, да? Как тебя зовут? Хусейн Кадыров. Хусейн Кадыров. Хусейн Кадыров, да? Хусейн, председатель классного самоуправления. Я старост. Староста? Ну, староста. Простым словом староста. Ну да, просто. То есть Самый главный из учеников. Продолжая экскурсию, гостям показали классы и учебные помещения, в которых есть необходимое оборудование. Это интерактивные доски, современные компьютеры и так далее. Делегатам продемонстрировали школьные коридоры, украшенные работами чеченских художников. Также показали музей памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Terug Moskva heisje bergt neer, ochtaan excursie neer, museum gaat neer, active zaal gaat neer, de gasdijen gaan gaat neer, soms aan geschreven elke dag муклало акбар Ахмад сила. А гости остались в восторге от экскурсии. Они подчеркнули высокий уровень организации учебного процесса и позаимствовали для себя некоторые аспекты методов образования. Нам понравилось отношение, которое есть в этой и в одной организации, и в другой. Отношения между людьми, отношения между педагогами. Нам очень понравилось, как педагоги относятся к детям. И мы увидели замечательных детей, которые в свое свободное время, каникулярное, выполняют те проекты, которые им по душе. Это очень важно для роста, для интеллектуального роста, эмоционального роста. Выражение «школа – второй дом» приобретает еще одно дыхание в Центре образования. Ведь руководство учреждения старается создать в школе максимальный комфорт для обучения. Уже намечены совместные планы по улучшению образовательного процесса. Мы решили создавать взаимные онлайн-уроки, то есть они будут показывать свои уроки. Мы будем смотреть и проводить, например, урок истории они показывают.
И наши дети по этой же теме смотрят, как проходит у них урок истории. Он будет как бы в двух разных местах, но одновременно. Онлайн-уроки. Мы будем проводить совместные конкурсы. У них будет команда, наша будет команда, и они будут онлайн, такой телемост, который способствует тому, чтобы вместе проводить вот эти уроки, конкурсы, соревнования. На этом визит не заканчивается. Гости уже посетили Центр образования, лингвистическую школу. Впереди их ждет знакомство с еще 2 образовательными учреждениями Грозного. Медина Мударова, Магомед Бараханов и Вести, Чеченская Республика. Своих товарищей в зоне проведения специальной военной операции сменят сотрудники региональной полиции. Они будут служить в сводном отряде Ахмат МВД по Чеченской Республике. Проводил бойцов министра внутренних дел по субъекту Аслан Ирасханов. Команду возглавил начальник отдела по Шалинскому району Ахьят Мусанипов и руководитель оперштаба столичного управления полиции Джабраил Алиев. Министр пожелал всем успехов и выразил уверенность, что полицейские достойно выполнят служебный долг. В этом году 42 курсанта стали выпускниками Грозненского Суворовского училища МВД имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Их церемония не похожа на обычную. Вместо школьного колокола отточенный ритм барабанов, белая парадная форма и построение на плацу. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. Лейла Муртазова поделится эмоциями ребят, которые бывают только в раз в жизни. В парадной форме и с военной выправкой построился личный состав Грозненского Суворовского военного училища МВД России имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На торжественное мероприятие, посвященное 14-му выпуску, прибывают официальные лица. По традиции гости возложили цветы к мемориалу памяти, отдавая дань уважения. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Церемония продолжилась выносом флагов и знамени училища под встречный марш. В этом году из стен учреждения выпустили 42 курсанта. Среди них есть дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Поддержать молодых людей в этот важный день прибыли родные и близкие. В связи с последними трагическими событиями в Дагестане собравшиеся почтили память павших сотрудников органов внутренних дел и невинно убитых гражданских минутой молчания. После начальник Главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин обратился к курсантам. Верность присяге, крепкая дисциплина и высокая культура, понимание долга и глубокое чувство товарищества – это то, что всегда было присуще стражам правопорядка. Все перечисленные мною качества вам были привиты в Грозненском Суворовском училище имени Героя Российской Федерации Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь вы получили знания и навыки, которые позволят вам руководствоваться в вашей служебной деятельности. И в этот знаменательный день я выражаю уверенность в том, что вы с честью будете продолжать славные служебные традиции своих предшественников, надежно защищать права и интересы граждан. Начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов поздравил выпускников с важным событием. خاني العيادي يشتشو خاني ويقعيته استيقاظ يجيته درس هو مقدار رمضان عشر وين مصو وصولينا يشرتاح تاخ مصو باش كاع مصو متاع شو خاني ايش ضروري شو خاني شو اخري شو. Кроме этого, за долголетний труд и профессионализм были вручены очередные специальные звания сотрудникам училища. Свои аттестаты выпускники получили из рук Сергея Бачурина и министра внутренних дел по Чеченской Республике Аслана Ирисханова. واسوا участвовать лишь по вагентидон лазот обогоце дакеланчеридон церк энти традиция юкар общидон ворхоният хабош وأعمد هجنيات دون خدا دكنسا دل إخر قاتش زاور بوش بوينات دونه ومكدن رمضان أخواتشنا هر أسلوبش خيل يلرنا خيلترنا سان ميل يشتغل لا توش خيلتنا برجل على لسون
фонден Ахмад Хаджи Церфил, Мехна, руководитель Нисина Набаркала Лесон, Уиш Мелдолом, не только Суворшин, Моссудом погибший, больше был сотрудник СОО по миру, Муссума Хуличту. Суворовцы под барабанную дробь, снимая головные уборы, преклонив колено, попрощались со знаменем. Почетные гости обратились к семьям молодых людей. Те, в свою очередь, выразили благодарность за силы, вложенные в обучение их детей. Это хорошее начало. Те азы, которые заложены здесь, позволят им и дальше идти по жизни настоящими мужчинами, настоящими воинами, настоящими патриотами малой и нашей большой великой Родины. Спасибо вам за то, что вы рядом, за то, что воспитали таких детей. Аптит Цуцугов признается, что приобретенные знания на базе учреждения станут для него прочным фундаментом для дальнейшего развития. Мы все очень рады, что выпустились. Учеба была сложная и местами легкая. Преподавательский состав научил нас к всему, к разговору, учению, образованию, как общаться с людьми, старшими. Почему именно эта профессия? Потому что мой отец тоже служит, все мои родственники, все служили во благо народа, отечеству. И я хочу тоже продолжить их путь. Для преподавательского состава всегда трудно прощаться со своими воспитанниками, но они рады, что стали причастны к их образованию и воспитанию. Очень грустно прощаться с ребятами, потому что мы с ними прожили целых 3 года, вместе учились жить, добывали знания, дружить в коллективе. Мы желаем ребятам в дальнейшем удачи, успехов на выбранном пути. Завершилось волнительное мероприятие фейерверками и салютами. Ну вот, на этом 3-летнее обучение выпускников-суворовцев заканчивается. Далее для них откроются двери высших учебных заведений. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В столичном лайк-парке состоялся масштабный фестиваль. На мероприятии талантливая молодежь смогла продемонстрировать свои способности в интеллектуальных викторинах и в различных видах спорта. Организатором выступило Министерство по делам молодежи. Об атмосфере праздника Мадина Нуцалчиева. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Рекорд 100 отжиманий. Побить его нелегко, придется пересиливать себя. Всего на фестивале игр, приуроченному ко дню молодежи, 7 различных дисциплин. Среди них прыжки в длину, армрестлинг, подтягивание на турнике, гиревой спорт, шашки и сборка-разборка макета автомата Калашникова. Этот вид дисциплины проводится в рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Выигрывает тот, кто совершит все действия за самый короткий срок. Участники пробуют свои навыки сразу в нескольких соревнованиях, чтобы иметь больше шансов занять призовые места. Станция разборка и сборка автомата мне далась сложно, потому что я собирала впервые, было очень интересно, но с 3-й попытки уже получилось. Министерством Чеченской Республики по делам молодежи фестиваль проводится ежегодно. Участники должны были проявить себя не только в спорте, но и в интеллектуальных викторинах, например, шашках. Первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров особое внимание уделял молодежи, так как понимал, что она будущее всей нации. Знающим, образованным, творческим и спортивным поколением невозможно манипулировать. Такое поколение всегда служило и служит оборонительной силой региона. Этой же позиции придерживается и действующий глава субъекта Рамзан Кадыров. Отметил в своей речи руководитель республиканского общественного движения Турпалхой Джабраил Абдулвагапов. Мы все знаем ту политику, которую ведет глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, для того, чтобы Грозный стал центром молодежи Кавказа. И наша с вами задача посодействовать этому, быть ему соратниками в этом. И каждый, кто находится на своем месте, чтобы мы показывали лучшие результаты. Завершилось событие награждением победителей и призеров. Им вручили грамоты и ценные призы для занятия спортом. Мадина Нуцалчиева, Адам Магомедов, Седамин Мусаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика.
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную акцию добра. Продуктовые наборы в первую очередь распределили нуждающимся семьям. Слова признательности за поддержку звучали от каждого. Об акции добра Наталья Депутатова. Благотворительные акции, которые проводит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, уже стали доброй традицией. Это и медицинская помощь, и строительство домов людям по тем или иным причинам, оставшимся без жилья, и очень многое другое. Раздача продуктов питания по разным районам республики также проходит регулярно. تقدا مقاها دقة مسشنا غنا غيلشنا غنا قرية بولش بلا إساق دست دو قردوس دو تولش الله دالا قبل ساق دول إذا دال شيدا دول تعمل داخل ساق. Очередную масштабную акцию по раздаче продуктов питания нуждающимся людям провели сразу в нескольких районах региона. Продуктовые наборы были развезены по домам жителей в высокогорные и равнинные части субъекта. Люди неизменно благодарят региональный общественный фонд и его руководителя, женщину с добрым, чутким сердцем Аймани Несиевну Кадырову. دا قوبل ساغ دويل هرزن ديل سورام زاني محكدين دي ريز خير دا ساغ يويتون دا حالة تدخن يحشو تخمان يوخ تدخن غربان استقبل غرب أدي أوخ تنخ تخون جو دوخ قوقل دي غرب إيرا ديلي تخون دا ساغ يويل بزن ديل مسانا تيتين دوزل تيتان تير. На этот раз в продуктовый набор входит мясо курицы, 2 бутылки лимонада и 3 буханки хлеба. Всего же было роздано 3600 кур, 61 200 бутылок лимонада и 91 800 буханок хлеба. وسرمزان حاجي سنين أيماني حاجي ده ساعدوا الهربزن ديل. العام حاجي ترى فندي ده تنساعدوا ليشنا لقى شيء. На протяжении вот уже 20 лет фонд оказывает поддержку различным категориям граждан, обратившимся за помощью в нашей республике и далеко за ее пределами. Это, несомненно, очень ценно для всех тех, кто получил эту поддержку. Люди всегда желают Аймане Несиевне милости Всевышнего, доброго здоровья ей и ее близким людям за все то, что она делает для всех. Наталья Депутатова, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В Чеченском педагогическом университете обсудили создание условий для повышения уровня квалификации преподавателей. Мероприятие прошло в рамках летней педагогической мастерской 2024. Образовательная программа предназначена для педагогов, осуществляющих обучение русскому языку и на русском языке в общеобразовательных школах Азербайджана и студентов азербайджанских вузов, будущих учителей. Главная цель работы – использование инновационных образовательных технологий и успешного опыта передовых педагогических практик, ставших лауреатами и победителями национальных конкурсов педагогического мастерства России и стран СНГ. Заехала первая группа, это 50 учителей из Азербайджанской республики. В течение 3 недель в нашем педагогическом университете побывает 150 учителей из Азербайджанской республики. Уникальность этого проекта заключается в том, что впервые Азербайджанская республика согласовала выезд своих учителей в Российской Федерации для повышения квалификации. Мы очень гордимся, что именно Чеченский государственный педагогический университет стал таким педагогическим вузом, где Министерство просвещения определило как вуз для повышения квалификации для учителей из Азербайджанской республики. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.